Многое делается в части профилактики коррупционных проявлений, однако результаты работы правоохранительных, надзорных органов показывают, что мы не можем еще достучаться до каждого. Ежегодно в республике фиксируют около 1000 коррупционных преступлений. Средний размер взятки в этом году уже достиг почти 400 тысяч рублей. Все мы видим публикации СМИ на тему коррупции. Здесь попался, там возбудили дело, того закрыли. Видим комментарии, в том числе крайне негативные, что в принципе показывает отношение населения на тему коррупции. Тем не менее, это все жители нашей республики, и вот этими примерами, что за все в любом случае придется ответить, надеюсь, придет осознание о неотвратимости наказаний. Следком Татарстана сейчас расследует более 700 коррупционных уголовных дел. За год их число выросло на 13%. Свыше 300 уже направили в суды. По числу обвиняемых цифра выросла более чем на треть. Многие из них занимали руководящие посты. Среди привлеченных 36 сотрудников правоохранительных органов, 23 работника МВД, 10 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, 1 сотрудник МЧС. Направлены в суд 10 уголовных дел в отношении лиц, обладающих особым правовым статусом, по 40 преступлениям. В числе этих лиц следователь МВД, адвокат, 5 членов избирательных комиссий, 1 депутат и 2 глав муниципальных образований. По главе администрации Кировского Московского районов города Казани Миронову за превышение должностных полномочий и из корыстных побуждений на сегодняшний день расследование по делу завершено. Выполняются требования статьи 217 Уголовно-процессуального кодекса. Это обязательная процедура, в соответствии с которой обвиняемый и его защитники знакомятся с материалами уголовного дела. В борьбе с коррупционерами силовики усиливают взаимодействие и, предъявляя обвинения, собирают большую доказательную базу. Прокурор республики призвал не покрывать и не выгораживать потенциальных коррупционеров. Так, в защиту главного режиссера Буинского драмтеатра выступили актеры и общественность, а силовики выявляют все новые эпизоды по его обвинению. Дело Камаева, Тукаевский район. Один из депутатов сказал: уважаемые депутаты, я предлагаю прекратить полномочия главы и депутата Совета района Камаева по собственному желанию, так как его вина еще не доказана. В настоящее время расследование уголовного дела в отношении Камаева не завершено. Цитата, да? Ну вот давайте мы проанализируем эту ситуацию. Делом Камаева занималась, наверное, на двух руках не хватит пальцев, чтобы пересчитать количество людей, задействованных в этой работе. У меня возникает вопрос к этим депутатам сейчас. А что вы скажете теперь мне, когда Камаев подписал досудебное соглашение со следствием и признал свою вину? Отдельное внимание, конечно, крайне важная для меня составляющая – это изъятие незаконно нажитого имущества коррупционеров. Те защитные версии, которые выдвигают эти чиновники в обоснование легальности своих доходов, удивляешься их цинизму. Ответчик перетащил нам договор о займах на 170 миллионов рублей. А вы своей годовой зарплаты в размере 2,5 миллионов или 3 миллионов рублей каким образом собираетесь договору займа на 170 миллионов отдавать? Так ведь диву даешься, когда читаешь об образе жизни этого чиновника. Моднейший человек, моднейший. Просто амбассадор в Татарстане всех брендов дорогущей одежды и люксовых авто. Вот. Неужели вы, уважаемые чиновники, думаете, что вот сидящие здесь офицеры какие-то мальчишки? По данным МВД, большинство коррупционных преступлений совершают в Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске, Нижнекамском и Альметьевском районах. Фигурантами коррупционных уголовных дел это стали бывший глава Актанышского Тукайского муниципального района, который уже озвучили, который, в принципе, нам в этом году повысили средний размер взятки. Это порядка 40, на двоих порядка 45 миллионов. Коррупционные факты были и в управлении ЗАГС, управлении записи актов гражданского состояния Кабинета министров. Это также хищение денежных средств выявлено в Центре гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан путем завышения поставляемых товаров через аффилированные организации. Также в этом году направлено уголовное дело в суд в отношении одного из руководителей свободной экономической зоны Алабуга, который получил незаконное вознаграждение в размере 2,5 миллионов рублей.
Как отметили силовики, уже есть наработки для дальнейшей борьбы с коррупционерами. Дмитрий Аринин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.